Приглашаем детей на детский досуг музея «Россия. Моя история». Это не скучный урок, а веселое приключение, которое познакомит детей с прошлым. Наша программа предлагает ребятам захватывающий квест, разгадывание тайн и интересных загадок, веселая викторина для всех возрастов, экскурсия по действующим экспозициям, расскажем о великих победах и открытиях так, что даже самым маленьким будет интересно. Творческий мастер-класс. Ребенок своими руками создаст уникальную поделку, которую сможет забрать домой. Приглашаем детей от 6 лет посетить целых 3 часа активного отдыха. Здравствуйте, это журналист Олег Желнин. Действительно, дети – это самое ценное в нашей жизни, и их образование имеет первостепенное значение. На государственном уровне в Якутии уделяет этому внимание уже более 100 лет. Недавно первой школе города Якутска исполнилось 105 лет. Школа встречает свой вековой юбилей в филиале по улице Ленина, 50, расположенном в здании бывшего кооперативного техникума, переданного правительством Якутии окружной администрации города Якутска. Основное здание находится на проспекте Ленина, 32 и уже построено и ожидает приемки. Строится новое здание, которое мы ждем уже 7 лет. Проект делал ДСК проект новой школы. На картинке нету ограждения. Это согласно федерального закона по антитеррористической защищенности социальных объектов школ, садов. Это обязательный фактор должен быть. Последняя согласительная комиссия, там, где нам озвучили о том, что ограждение будет. Перед тем, как составлялся проект и делался, да, в соответствии с НИПовские, Санпиновские и так далее, и задание, значит, было утверждено и согласовано вместе с Министерством образования Республики Саха-Якутия. Площадь, значит, спортзала, который совмещенный с актовым залом, составляет 285,7 квадратных метров, да. По факту составляет площадь 527 квадратных метров. И, конечно, возникает вопрос, чем связано увеличение площади по факту спортзала. А в нашем здании, значит, почему-то минимальное количество учебных кабинетов, это 15 учебных кабинетов, при том, что площадь составляет 6250 квадратных метров. При этом один огромный просторный спортзал, совмещенный с актовым, да, и плюс буфет. Там зданий где-то 43 мы насчитали санузла. Помимо душевые комнаты, помимо этого, нам объясняет служба госзаказчика, что это по проекту все соответствует нормам. И вот на нашем новом объекте, получается, на первом этаже во всех системах отопления есть такие регуляторы давления. Да? Но эти регуляторы давления, на наш взгляд, очень небезопасны для детей, для посетителей, потому что мы не сможем, как говорится, проконтролировать, чтобы они тут ногами не встали, там что-то не открутили и так далее. Система очень такая хрупкая. И если они ее не закроют, как говорится, да, если так и останется, по состоянию в настоящее время, сколько было комиссий, и мы тут сюда приходили и показывали и рассказывали, просили вот это все прикрыть. По современным нормам, да, при наших климатических условиях иметь столовую полноценную, иметь актовый зал – это минимальные, скажем, возможности, которые можно обеспечить для детей, родителей, которые проживают в центральной части. Вместе с родителями учеников первой школы мы посетили новое здание. Приносим свои извинения подрядчику за незапланированный визит. Сегодня мы впервые посетили строящееся здание новой школы номер 1 по проспекту Ленина. И в целом здание снаружи очень красивое, но войдя внутрь, мы нашли очень много недочетов, которые нас не устроили. По архитектуре много замечаний и по внешней отделке фасада, и по лестничным клеткам, крыльцам,
по территории в общем. И получается, что совсем здание не готово к сдаче объекта. И даже вот по отделке, внутренней отделке тоже очень много вопросов по спортзалу актовому получается. И даже по оборудованию еще много недочетов. Наибольшую настороженность вызывает то, что именно в учебных классах все инженерные коммуникации, а именно трубы горячего водоснабжения, идут по верху, по потолку, над доской, и в том числе под окнами имеются какие-то трубы, разные рычаги, которые для детей будут точно представлять опасность. Хотите же сдать, вот когда хотели? Пятницу, говорят. Да. Мы пытаемся почти сдать с Нового должно быть года. С готово. 15 декабря пытаемся сдать. Очень много надзора. Очень много замечаний постоянно. Мы устраняем. Ну правильно, вот. Мы об этом не спорим. Если Мы устраняем, мы идем. Вот. Мы штрафы оплачиваем. Мы содержание школы оплачиваем. Дети мечтают зайти, конечно, в современное красивое здание, которое будет соответствовать всем нормам федерального закона о образовании. Надо строить как для своих детей. Таисия Горохова, будучи педагогом с многолетним стажем и заслуженным учителем, понимает, что в текущем состоянии школу принимать нельзя. Она обратилась в Общественный народный фронт Якутии. Теперь ввод школы в эксплуатации берет под контроль Народный фронт Якутии. Ранее мы уже рассказывали о контрольной проверке Народным фронтом снежного полигона в районе птицефабрики города Якутска, после чего он был закрыт. 3 дня назад на трале привезли большой трактор гусеничный, и началась работа. Активно, почти что круглые сутки снег вывозят. И надеемся, больше они не посыпут на это красивое поле. Тут поле было чистое, и не будут его из него делать свалку. Хотелось бы обратить внимание руководства города Якутска, чтобы они привели в нормативное состояние эту дорогу. Эту дорогу сами жители, которые там проживают, это единственная их дорога, они сами за свой счет ее отсыпали. С данным вопросом мы официально обратимся в окружную администрацию города Якутска. Ключевую роль в закрытии нелегального снежного полигона в Якутске сыграла Мария Павлова, супруга участника СВО и мать 2 детей. 3 дня она блокировала вывоз снега, препятствуя разгрузке грузового транспорта. Это проявление активной гражданской позиции. Гражданскую ответственность за детей демонстрируют родители и первой школы. А это и есть основа местного самоуправления. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День местного самоуправления. И вы, представители муниципальных органов власти, ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России. Недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. Что хотел бы подчеркнуть? Конечно, мы все работаем ради этого. Мы должны думать об интересах людей. И нужно эти интересы, безусловно, обеспечивать. Но, безусловно, нельзя здесь и действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку. Дело не в статистике, конечно, наказания, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются. Хочу в этой связи обратить внимание и контрольно-надзорных органов, а также обратиться к судейскому сообществу, судебным приставам. Важно учитывать все обстоятельства, в которых мы живем и работаем, включая ситуации, когда для реализации тех или иных полномочий есть объективные препятствия, в том числе ограничения финансового характера. Мы знаем, хорошо понимаем, особенно вы, работающие на земле, прекрасно понимаем, что, к сожалению, частично мы вынуждены использовать те средства, которые не прописаны в нормативной базе
Ну, жизнь сложна и многообразна. Как говорят юристы, закон принимается, и он уже устарел. Жизнь, она всегда диктует свои законы. Приходится вам принимать решения, от которых напрямую зависит жизнь людей. И здесь уже, конечно, важно придерживаться нормативных актов, но важнее жизни и здоровья людей вообще ничего нет. И надзорно-контрольные органы, судебные инстанции, конечно, должны исходить из этих реалий. Напомню, что и Конституционный суд России поддержал именно такой подход. И прошу контрольные, правоохранительные, судебные органы опираться на него в правоприменительной и судебной практике. Уважаемые коллеги, местное самоуправление – это люди. Их активность, стремление делать все, что от них зависит для улучшения жизни наших граждан. Надеюсь, что слова президента России Владимира Путина на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Силы России» останутся не без внимания. И сообщаем в память о работниках культуры, ушедших от нас, Роберта Яновича Лавидаса, первого аниматора Якутии, и его матери, заслуженного работника культуры Якутии Галины Алексеевны Шелковниковой, объявляем сбор средств на установку нагробного памятника. К сожалению, у них нет ближайших родственников. Сбор средств будет производиться от реализации книги Галины Алексеевны Шелковниковой. Для подготовки и установки памятника матери и сыну предлагаем выкупить книгу Галины Шелковниковой «Землю Аланхо. Рисуют дети» за 600 рублей. Книга находится в магазине исторического парка России «Моя история». Все вопросы по телефону 8 914 758 111 сообщением или на электронную почту okrup.tv@mailsobaka.ru. Мы приглашаем к сотрудничеству заинтересованных людей. Наш телефон 8 914 2 758 111, но только сообщением, а потом мы вам перезвоним.